Добрый вечер. В прямом эфире новости на ТНВ. В студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Смерть в эфире. Раньше хоть губы мазали, на машине ехали, а сейчас больше, по-моему, телефон. Как соцсети свели в могилу. Елена Веселова. Льготный лизинг в руки. Хорошие условия, первоначального взноса нету. Поможет ли программа поддержки пострадавшим предпринимателям? Выясняла Александра Севастьянова. Они идут за помощью суда. Столько у нас в доме проблем и столько организаций мы обходим, 3 года ходим, да, и никаких результатов. Как безграмотность в сфере услуг ЖКХ отражается на жизни граждан и как с этим бороться? Аделя Кломиц. Сильный взрыв и пожар произошел в Казани в половине 9 вечера. Как сообщает пресс-служба МЧС, горит пороховой завод. Туда выехали спасательные службы и пожарные расчеты. На месте работают наши корреспонденты. И, как они сообщают, по предварительным данным, взрыв произошел на территории 3-го цеха. Журналистов на место пока не впускают. Как сообщает Интерфакс, в результате ЧП как минимум 1 человек погиб. Смерть в прямом эфире. Сегодня в республике, да и в России, те, кто успел посмотреть видеоролик, обсуждают резонансную трагедию. Девушка, управляя автомобилем, вела прямую трансляцию в соцсети. В итоге выехала на встречную полосу и погибла. Что происходит с обществом и почему ради лайков рискует жизнью? Елена Веселова. Кто чем занят, кто чем занимается, кто куда едет. Так 23-летняя девушка ехала по трассе Казань-Зеленодольск и между делом общалась по смартфону по видеосвязи. В итоге эта поездка привела на встречную полосу и под пассажирский автобус. Удар был такой силы, что она погибла на месте. 5 пассажиров автобуса, в том числе и ребенок, получили травмы. Все они в больнице. Разговоры по телефону отвлекают водителя. В связи с этим дорожная ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Риск попадания в аварию во время разговора по телефону возрастает в несколько раз. Сегодня ее похоронили, но эта смерть в обществе породила целую волну рассуждений. Я считаю, что это абсолютно неверно разговаривать за рулем. Ни о себе не думают, ни о людях не думают. Все зависит, знаете, от воспитания, от родителей, от школы, от всего. Если вот законы будут в строгом режиме, то люди, наверное, не будут нарушать. Телефонные разговоры за рулем уже под запретом, но это не первая подобная трагедия. Так, буквально месяц назад, отвлекшись на телефон на трассе в Бирюлях, погибла женщина. Как говорят законодатели, одним ужесточением правил и контролем тут не справиться. Раньше хоть губы мазали, на машине ехали, а сейчас больше, по-моему, телефон. Ну, чуть не уходят уже туда, в астрал. Кричать надо об этом, в школе надо об этом говорить. И только так мы сможем исправить ситуацию. Нет же за рубежом такого. И тут возникает вопрос к психологам. Почему же для некоторых не работает неписанный закон, инстинкт самосохранения? В Германии есть система. Если человек попадает в одну и ту же аварийную ситуацию, несколько раз его отправляют к психологу. Для того, чтобы посмотреть, в состоянии он вообще водить машину или не в состоянии. Из этой истории уже есть выводы, что к средствам повышенной опасности вместе с автомобилем теперь можно смело прибавить и гаджеты. А их совместимость – угроза массового поражения. Некоторые же общения уж точно лучше отложить на потом, чтобы эти слова не оказались последними. Елена Веселова, Дмитрий Аренин, Гульнас Сайфутдинова, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Они, видимо, тоже рассчитывали на признание в интернете, а в итоге оказались за решеткой на 5 суток. Накануне в соцсетях появилось видео, где прямо на капоте танцует человек. Изучив запись, инспекторы установили водителя. Он мало того, что нарушил правила дорожного движения, но и, как выяснилось, задолжал по штрафам. В итоге еще один штраф и арест. Желание выделиться иногда приводит к неожиданным последствиям. Экстремальное вождение становится популярным и среди челнинских водителей, однако не по их вине. Дороги на родине КАМАЗа словно полигон для большегрузов. В рейд сегодня вышли сотрудники ГИБДД. В случае чего должен ответить за разбитую подвеску Салават Мухаммадуллин. Словно тренировочный полигон для большегрузов, на улице с говорящим названием «КамАЗ-мастер» автолюбителей встречает глубокие ямы и выбоины. При этом ремонт дорожного полотна здесь проводился только в прошлом году. Везде вода, везде ямы, очень глубокие. Вот эти вот дыры на дорогах – самая большая проблема, я считаю. На ходовой это все
все равно отыгрывается. Потом это чаще ремонт. По стандартам яма не должна превышать глубину в 5 сантиметров, а длину 60. Выискивать нарушения инспекторам весной не приходится. Они на каждом шагу. На устранение выявленных недостатков уличной дорожной сети выдается предписание подрядным организациям. В случае невыполнения предписания возбуждается административное дело, после чего акты обследования направляются в прокуратуру. Далее прокуратура направляет представление в исполком. Если же и в администрации проблемы игнорируются, то дело доходит до суда. Каждая пробоина — штраф 30 тысяч рублей. И это проблема не одних челнов. Ямы выбоин хватает и в столице республики. Хотя где-то дыры уже залатаны, проблемных мест остается немало. Вот и водителям, чтобы не попасть под раздачу от недоработки дорожных служб, приходится маневрировать, создавая опасные ситуации на дороге. Если вы все же попали в яму и повредили свой автомобиль, то можете смело вызывать сотрудника ГИБДД и фиксировать нарушение. Уже после, по выписанному протоколу, у вас будет возможность взыскать с ответственных лиц компенсацию за ремонт машины. Салават Мухаммадуллин, Ксения Антонова, Андерсен Тальцев, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Каждый год одно и то же. Жители села Нижние Челны Нижнекамского района вновь вышли к реке Зай, чтобы разобрать мост, который сами же построили прошлой весной. Все для того, чтобы конструкцию не смыло паводком. Но только своими силами и без денег далеко не уедешь. Почему изначально без брода селяне полезли в воду? Рамиль Шайдуллин. Местные разбирают мост, и это не забава, а жизненная необходимость. На другой стороне Зая больше 900 гектаров пашень. Там обычно заготавливают корм и пасут скот, но если не убрать вовремя мост, он или затонет, или сгниет. Каждый год вот мы так мучаемся. Сначала разбираем мост. Потом вода уйдет, потом обратно собираем. Мост не самодельный, а капитальный, пока не сбыточная мечта. Еще в прошлом году селяне обратились в сельское поселение. Как жизненно важное строение, мост нужен всем. Этот довод нижнечелнинцев был услышан, но ожидания до сих пор не оправдались. За эти деньги, которые нам выделяет сельское поселение, это очень малая мизерная сумма получается. Этого не хватает. Тогда им дали 100 тысяч рублей. Часть ушла на транспорт, другая на горючее, третья на материал. Мужчины утверждают, деньги кончились сразу. Получить еще не вышло. Статьи расходов на мост у поселения нет. Когда бесплатные силе помогут деньгами, непонятно. По возможности в конце года обязуемся заплатить за Нижний Челны. А строители-благотворители после половодья построят мост обратно. Пусть он деревянный, зато реальный. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Нижнекамский район. Все застрахованные вкладчики рухнувших банков получили свои деньги. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на совещании по госконтрактам. Его провел генеральный прокурор России Юрий Чайка. Президент здесь рассказал об участии прокуратуры республики в возвращении денег обманутым клиентам ТФБ «Финанс». Встреча прошла в Екатеринбурге. Незаконные проверки предпринимателей была темой номер 1 на совещании. Во время визита Рустам Минниханов посетил Ельцин-центр и возложил цветы к памятнику Бориса Ельцина. Ситуация с банками не повлияла на общее настроение татарстанцев. Это доказывает статистика. Данные озвучили сегодня на заседании экспертного совета при КФУ. Что рождает оптимизм, узнал Дмитрий Аринин. Как говорят социологические исследования, сейчас из проблем татарстанцев снова волнуют вопросы денег. А точнее, рост платы за коммунальные услуги, недостаточный уровень зарплат, стипендий, пенсий, а также высокий уровень цен на товары и услуги первой необходимости. Такие данные привели на заседание экспертного совета при КФУ. При этом социологи отмечают, 3/4 татарстанцев, как и ранее, довольны нынешней ситуацией в республике. Наши выводы, что стабильность она как была, так и сохраняется, хотя население, его различные группы чувствуют дыхание кризисов. И тут у экспертов возник вопрос, а как же ситуация с банками? Неужели она практически никак не повлияла? Статистически ничтожное значение, что ли, тех людей, которые пострадали. Как объяснили, Фонд общественного мнения Татарстан проводил свои исследования в январе и феврале, то есть до 3 марта, когда последовал отзыв лицензий у 3 татарстанских банков. Пик, собственно, вот здесь вот был. Вот. Что касается всего остального, да, большинство населения, оно, соответственно, проблем с таким банком не заметило, поскольку просто большинство людей там вкладов не имели. У нас более 173 или даже больше тысяч тех, кто получили выплаты. Они понимают, что получат.
То есть для них это нет какой-то тревоги, что называется. Тревога, цена 4,5 тысячи. Как эти тревоги отразятся на общественных настроениях, покажут дальнейшие исследования. Но уже сейчас московские эксперты считают, что серьезного эффекта может и не быть. Это было такое локальное колебание. Уже сейчас эффект от этого события, он начал сглаживаться. И неизвестно, оставит ли это событие след, когда пройдет достаточное время экспозиции. Еще социологами по-прежнему отмечается высокий уровень положительных оценок работы президента России и президента Татарстана. И большинство жителей республики ситуацию в межэтнической сфере называют спокойной и стабильной. Дмитрий Аринин, Даниил Кинжаев, ТНВ, Казань. А вот дороги в Юдино могли пострадать от банковского кризиса. Деньги обслуживающей фирмы зависли на счету в Татфонбанке. Но выход нашелся. Сегодня финансовую и дорожную яму залатали с помощью льготного лизинга. Кому еще пришли на помощь? Александра Севастьянова. Сейчас в этом автопарке около 30 единиц спецтехники. Асфальтоукладчики, грейдеры, катки. А в скором времени, благодаря программе «Льготный лизинг», стоянка пополнится еще 2 новыми машинами. Хорошие условия, первоначального взноса нету. И процент низкий, но это в помощь нам в счет наших страданий в Татфонбанке. Харис Шайдулов, директор фирмы, которая занимается содержанием дорог в поселке Юдино и Залесной. В банке остались более 2 миллионов рублей. Думали, работа встанет. Нет, помог лизинг. Льготный. Заявку одобрили на 6 миллионов рублей. А эта техника уже не уборочная, а строительная. Фирма Руслана Юсупова сдает ее в аренду. Сегодня он также в числе получателей льготного лизинга. Дадут 4,5 миллиона рублей. Мы нашли выход из этой ситуации, который нам поможет восполнить те убытки, которые мы понесли в результате краха Татфонбанка. Анонсировали программу лишь неделю назад. На сегодня поступило 114 обращений за льготным лизингом. 7 заявок уже одобрили. Процедура рассмотрения документов быстрая. Мы хотим охватить всех пострадавших предпринимателей. В случае полного освоения будем выступать с инициативой о дополнительном финансировании программы. Сейчас общий бюджет программы 580 миллионов рублей. При необходимости увеличат. Александр Севастьянова, Марат Светгараев, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Вне радиации и цивилизации. Помещения, может быть, и старой постройки, но они все функциональны. Где казанцы спасутся при радиационной угрозе? В глубинном бункере побывал Рамиль Шайдулин. Цифровой меховой контроль. Вся информация по данному изделию нанесена на кис. Как не попасться на шики, блеск в меха погрузилась Альбина Небаева. Ускорить внесение изменений в закон о ТБО. Такую рекомендацию дали депутаты Поволжья народным избранникам Госдумы. Проблемы обсудили в Чебоксарах на совещании Ассоциации законодателей Поволжья. Самые острые вопросы – это утилизация медицинских препаратов и расширение полномочий муниципалитетов. От Татарстана выступил Фарид Мухаммедшин. Он на месте оценил чувашский опыт по переработке ТБО. Регион сейчас в списке лидеров. Проблемы общие для всех, но нужна модернизация инфраструктуры и дополнительное финансирование. Мы сможем выйти с законодательной инициативой и в готовящийся федеральный закон, проект которого находится в Минстрое России, мы обязательно свои региональные предложения включим. И таким образом задача, которая стоит перед обществом в год экологии, провозглашенной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, мы свою лепту в это дело внесем. Строительный сезон стартовал. На площадках удвоили темпы. Все объекты должны быть сданы в срок. Сувар Девелопмент сегодня показал журналистам один из будущих жилых комплексов. Его оценила наша съемочная группа. Работы на территории будущего жилищного комплекса ВДНХ в самом разгаре. Сваи забиты, фундамент залит. Это будут 3 многоэтажных дома с огороженным благоустроенным двором и подземной парковкой. Объект планируют сдать в срок в 2019 году. Можете убедиться, работа кипит. Вот сейчас за моей спиной работает 2 башенных крана, техника, идет заливка. То есть, в принципе, работы идут полным ходом. Тем более, что сейчас сезон самый. Стройки не только не остановлены, они наоборот усиливаются. Количество людей на стройку увеличивается практически в 2 раза. Хотели бы сказать о том, что мы как строили, строим, так и будем строить. В полном объеме, в соответствии с теми графиками, которые указаны во всех документах.
сейчас одновременно Сувар Девелопмент возводит 12 объектов. Это масштабные современные жилые комплексы, 11 в Казани и 1 объект в Челнах. Большой спрос на квартиры по программе долевого строительства. Сувар Девелопмент – социальный застройщик, он системный. Квартиры от 1 300 000, от 1 400 000 – это очень хорошее предложение на рынке. Для всех желающих компания Сувар Девелопмент готова организовать день открытых дверей, где каждый сможет ознакомиться с ходом работ на разных площадках. Для этого нужно предварительно записаться. Альбина Асылгараева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Десятки тысяч звонков и жалоб и целые очереди, чтобы помогли разобраться. Речь о ЖКХ. Татарстанцы с трудом понимают, как начисляются суммы в платежках и что делать, если управляющая компания бездействует. О коммунальном ликбезе Аделя Коломеец. Слов нет передать, сколько организаций мы обошли. Фния Гайнудинова почти опустила руки. В ее доме напарено 16 целый букет проблем. Течет и крыши, и новые трубы. А ОДН в этом месяце в разы выше. Последняя надежда, говорит женщина, на Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Но прежде придется отстоять очередь. Желающих решить свои проблемы бесплатно немало. За нежилое помещение с нас сейчас требуют такие же ставки затрат, как и за жилое. Супруги Мухитовы в шоке от действий своей управляющей компании. Если до этого дом обслуживала ТСЖ и за парковку они платили по 80 рублей, то с приходом новой управляющей компании сумма выросла аж в 16 раз. Если говорить о количестве обратившихся, на сегодняшний день порядка 25 тысяч звонков поступило по разным направлениям. И это меньше, чем за 1,5 года. Статистика показывает, люди не понимают, как происходит начисление, откуда берутся нормативы и как со всем этим бороться. С безграмотностью решено покончить. Центр собирается запустить дистанционные курсы. Данное направление будет запущено в целях повышения жилищной грамотности с любой точки Республики Татарстан. Для этого создадут специальный сайт. Обучать будут бесплатно по 2 направлениям. Первое для активных граждан, второе коснется управляющих компаний. Запустят онлайн-уроки ближе к лету. Если есть проблемы, приходите. Лобачевского, 10В. Аделя Коломиец, Амир Залюшев, Даниил Кинджаев, ТНВ, Казань. Что изменилось в счет-фактурах с 1 января и что делать, если не согласны с начислениями? На эти вопросы ответит заместитель главы Минстроя Алексей Фролов в нашем субботнем выпуске новостей в 19:30. Если завтра война, в Татарстане больше 1000 бомбоубежищ. Сегодня спасатели проверили состояние одного из самых крупных стратегических сооружений. Что важнее, техническое оснащение или вместимость помещений? На глубине 5 метров изучил Рамиль Шайдуллин. Это не кадры из шутера, а двери реального бункера. 150 килограммов железа при опасности захлопнут специально обученные люди. Они будут контролировать порядок размещения эвакуируемых. Здесь, глубоко под землей, при бомбежке, радиации или химатаке спасутся работники моторостроительного завода. Эти помещения на 3 квадратных километров при угрозе вместят до 2000 человек. Нехитрыми расчетами выходит, что на каждого придется по 1,5 метра. Тогда почему здесь такие узкие койки? Вопросов уже меньше. Каждому человеку хватит где сидеть и где спать, где и чем питаться решится за полдня. Ровно 12 часов уйдет на то, чтобы перевести убежище в режим готовности, завести еду и воду, закрыть двери и включить печи. Ни минуты больше. Для этого постоянная готовность. Ежегодно проводятся тактико-специальные тренировки. Данное здание поддерживается в готовности к приему укрываемых. Защита от внешнего мира ложится на стены здания. Их ширина доходит до метра, и бункер отрывается от цивилизации. Созданы все условия для экстремального пребывания людей в данном убежище. Вместе с работниками завода по плану в бункере будут медики, электрики и сантехники. Максимально под землей они проведут месяц, но обычный срок укрытия до 5 дней. Всего же по Татарстану почти 1200 таких бункеров, и все они на специальном обслуживании. Как говорится, будь готов, всегда готов. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Чипы под шубы искали сегодня инспекторы Роспотребнадзора. За год, что действует новый закон, они получили десятки жалоб от покупателей. Как выяснилось, больше всего грешат казанские продавцы. Альбина Минибаева о том, почему шик, блеск и красота не значит качество. Хорошо шили, все нормально. Я человек непривередливый человек. Мех должен блестеть, во-первых. Посадка и блеск, этим и завораживает каждая шуба своего покупателя. Бирка уже не читается, когда кругом один мех. Мексиканская тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.
Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Вы видите, как мех играет на солнце? Железный фарниша. Шик и блеск уже давно не первый показатель качества продукта. Из чего сделана шубка, теперь вся информация. Вот в таких вот чипах. Подошел, телефон, как всегда, выручает, отсканировал, подождал чуть-чуть. И все, вся информация о изделии у тебя на телефоне. Верить электронике, а не словам продавца, и даже своим глазам призывать Роспотребнадзор. Женское чутье может смело отключаться, когда запускается приложение на телефоне. Каждая модель в крупной торговой компании, как правило, чипирована. Правда, и здесь случаются исключения. Вот шубка за весомую цену, но маркировки не оказалось. Товар поступает от физического лица. Такие случаи возможны при определенных условиях. То продавец, он может не указывать в КИСе ту информацию, вот, которую мы видели в предыдущей КИСе. Обязательную электронную информацию на меха ввели весной прошлого года. За год на нечипированные шубы пожаловались 6 покупателей. Пусть и электронно, но товар оказался бракованным. Предприниматели теперь ждут судебного решения. Проект был запущен весной прошлого года. Соответственно, не все еще предприниматели, возможно, знают о том, как это нужно делать. Может быть, какая-то техническая ошибка пришла. Доверять КИЗу как блеску меха. Электронная форма контроля закрепилась на бирках, но пока не успела внедриться в сознание покупателей. И еще умудряются покупать китайский товар, который не чипирован. Приходят к нам и спрашивают, а в чем разница? Разница еще в том, что за отсутствие чипов предпринимателю грозят реальные денежные санкции, а за систематические нарушения – лишение мехового бизнеса. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В прошлое ради будущего сегодня в Казани открылся Всероссийский съезд татарских краеведов. Более 200 участников из 35 регионов страны. Здесь татары из Башкирии, Чувашии и даже Узбекистана. Как вместе будут писать историю. Сергей Хайдаров. Название села Именьково имеет прямое отношение к именьковской культуре. Сегодня для татарских краеведов во всех смыслах исторический день. Первый Всероссийский съезд собрал более 200 участников со всей страны. Кроме профессиональных историков, здесь и любители. Самому юному 8 лет Тимур Исламов занялся изучением села Именьково. Подобный интерес уже сделал его призером Московского форума «Я гордость Родины». В V веке нашей эры булгарские племена кочевали вдоль реки Волги. Ездил в Краеведческий музей и опрашивал местное население. Сегодня насчитывается более 1000 трудов по истории татарских сел и родословных. Марат Ибрагимов изучению своего великого родственника посвятил не один год. Успел даже помочь в восстановлении музея татарского писателя Галимжана Ибрагимова. По каким-то неизвестным до сегодня причинам этот музей сошли в деревянном состоянии с оригиналом вещей. И, в общем-то, поставили уже к 110-летию каменное строение. Участники съезда смогли не только писать историю, но и обсудить ее проблемы. Одна из главных – восстановление информации. Раньше все записи в деревнях вели имамы. За давностью многое утеряно. Задача современников – детально восстановить события и отличить историю от легенды. В Верхнеладниковском районе под огромной глыбой такой огромный камень, вот якобы татары закопали туда золото. И мы никак сейчас не достанем. Съезд продолжится уже завтра, и именно там краеведы продолжат писать историю татарского народа. Сергей Хайдаров, Ишад Мухаметов, ТНВ Казань. И мы снова возвращаемся к главной теме выпуска – взрыву и пожару на пороховом заводе. На месте работает наш корреспондент. Она сообщает, что на место прибыли бригады скорой помощи и одна Республиканского центра медицины катастроф. Напомним, Интерфакс сообщает, что 1 человек погиб в результате взрыва. Сейчас на заводе работают спасатели. По предварительным данным, пожар произошел в 3-м цехе предприятия. Все подробности в нашем субботнем выпуске новостей. А далее выпуски новости спорта и прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. КАН-Авто, официальный дилер автомобилей УАЗ, в марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей. Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот и получи дополнительные подарки. КАН-Авто 230 30 30.
поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Пятерочки, уникальная акция, надо брать. Большую или маленькую? Большую. Одну или две? 3. А это брать? Брать! Средства для стирки Персил в ассортименте по 239 рублей. Пятерочка, надо брать! В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Каникулы! Самое время посетить дельфинарий. Приходите с семьей, с друзьями или всем классом. Звоните 70 16 42. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто 512 12 12. 25 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на День открытых дверей. Жалюзи, рольставни, шторы и ворота. Покупайте в Стелле, а не у кого-то. Стелл. Во имя комфорта. Форум автомобилестроения Республики Татарстан. С 29 по 31 марта выступления ведущих экспертов автоиндустрии, прямые переговоры, экспозиция китайских производителей автокомпонентов. Включи Love Radio твоей мечты. Данила Мастер. Распродажа памятников. 202 38 32. Внимание! В Кан-Авто большое поступление автомобилей «Лада Ларгус». И с каждым днем их становится меньше. Успейте обменять свой автомобиль на новый «Лада Ларгус» с выгодой до 87 тысяч рублей. Кан-Авто 230 30 30. Урамда яз, күңелдә наз, филармониядә Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар, сез яраткан җырчылар, танылган юмор сталары һәм музыкантлар. 19 апрель. Филармония. Болгар радиосы концерты. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В континентальной хоккейной лиге стартовали полуфинальные матчи. В борьбе за Кубок Гагарина осталось 4 команды. А пока на Западе сражаются «Ска» и «Локомотив», на Востоке «Металлург» с «Акбарсом», ежедневно поступают новости о кадровых перестановках. Вылетев из плей-офф, омский «Авангард» уволил всех тренеров во главе с Федором Конорейкиным. После поражения от «Локомотива» свой пост покинул и главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. После серии с казанцами с поста главного тренера Салавата Юлаева ушел Игорь Захаркин. Место долго не пустовало. Сегодня в клубе объявили о подписании Эрка Верстелунда. Последним до сегодняшнего дня клубом финского специалиста был Йокерит, в котором Эрка трудился с 2014 по 2016 годы. Конечно, подкупает, что квалификация этого человека. Я вообще считаю, что когда меня спрашивают, там, каких хоккеистов надо брать, там, шведов, чехов, финнов, для меня в первую очередь квалификация. В первом разговоре он задал мне такой вопрос. Он сказал: Леонид, в каком стиле бы ты хотел, чтобы играла команда? Я ему сказал: мне все равно в каком стиле, главное, чтобы она выигрывала. Тем временем футболисты «Рубина» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». На радость болельщикам игра пройдет на стадионе «Казань-Арена». Встречу 21-го тура чемпионата России по футболу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Ассистенты главного арбитра на эту игру Алексей Степиди из Краснодара и уфимец Дмитрий Колосков. По решению Российского футбольного союза матч пройдет 2 апреля. Начало игры в 14:00. Противостояние «Рубина» и «Зенита» должно стать тестовым в плане организации перед проведением Кубка Конфедерации этого года, где будут оценивать качество стадиона, уровень подготовки кадров к международным соревнованиям. И в завершение новости пулевой стрельбы. Завтра в Костроме стартует розыгрыш первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия. Кроме этого, там же пройдет всероссийский турнир по стрельбе из пневматического оружия. Сборную Республики Татарстан на соревнованиях будут представлять 2 спортсмена. Марсель Бадреддинов, который выйдет на старт в упражнении ВП-6, стрельба из пневматической винтовки с 10 метров. И Елена Гарипова в упражнении ПП-2, стрельба из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Пожелаем нашим спортсменам успехов! И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте! Время новостей о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидается пасмурная погода с осадками. Температура понизится на пару градусов. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана будет облачно, местами снег с дождем. Ночью -3, днем же до 1 градуса тепла. На северо-востоке похожая картина. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью будет до -2, днем же до 1 градуса тепла. На севере республики облачно, временами снег с дождем. Ночью -3, днем же около 0 градусов. На северо-западе ожидается облачная погода и осадки. Ночью температура воздуха составит до 2 градусов мороза, днем же до 1 градуса выше 0. На юго-западе облачно с дождем, ночью до -2, днем же до 1 градуса тепла. В центральном районе республики облачно, временами с осадками. Ночью до -2, днем же до 1 градуса тепла. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Предстоящей ночью в Казани пройдет снег, температура воздуха составит до 3 градусов мороза. Днем же ожидается дождь и около 0 градусов. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.